В данном уроке мы познакомимся с гистограммой. В системе RGB, в которой мы работаем, для представления изображения на экране монитора, каждый цвет записан в виде трех значений от 0 до 255, которые соответствуют количеству цветов в каждом из трех цветовых каналов. 0 закреплен за самым насыщенным тоном, 255 за самым светлым. Для получения разных оттенков количество цвета в каждом из каналов будет отличаться. У чисто красного будет 255 в красном канале, 0 у зеленого и у синего канала. Гистограмму можно просматривать в компактном виде. Можно сделать расширенный просмотр, а также просмотр всех каналов. У меня стоит птичка показывать каналы в цвете. Придумали гистограмму для того, чтобы визуально представить количество цвета, который содержится в изображении. При помощи гистограммы можно узнать, не пересвечено ли изображение, не слишком ли много теней. Читается гистограмма слева направо, начиная с самого темного тона и заканчивая самым светлым. Гистограмма может быть представлена как для всего изображения, так и для каждого канала по отдельности. Чаще всего используется именно общая гистограмма, поскольку изображение воспринимается целиком, а не по отдельным каналам. График канала показывает, какое число конкретного тона присутствует в изображении. Чаще всего гистограмма имеет горб, который свидетельствует о доминировании светлых тонов либо темных тонов. Правильная гистограмма не должна прижиматься к какому-либо боку. Это может говорить о передержке, либо о недодержке данного снимка, из-за чего слишком яркие цвета превращаются в белый, а слишком темные в черный. Графически с гистограммой можно работать при помощи инструмента Levels. Добавляем новый корректирующий слой, уровни. Будем работать с каждым каналом по отдельности. Сначала с красным. Зажимаем клавишу Alt и тащим черный бегунок вправо до появления черных точек. То же самое для каждого канала. В результате вот что у нас было и вот что у нас получилось.